такое решить. И я не знаю, какой смысл и почему это произошло. У нас нет ни повестки, ни о чем говорилось. Но в любом случае, страна, в которой ты находишься в состоянии войны, с которым у тебя перемирие, посещение какой страны главой службы национальной безопасности, на мой взгляд, является большой ошибкой. Я не могу ничего судить, так как это спецслужбы, вы должны понимать, это достаточно специфическая сфера, и каким образом может идти сотрудничество спецслужб двух воюющих сторон, какие общие могут быть площадки, это может быть не публичная дипломатия, не публичные встречи, но публично на таком уровне посещать столицу страны, с которой ты находишься в состоянии войны, я не могу это как-то объяснить или найти какое-либо объяснение такому поведению. Как эксперт, а не как гражданин, мне сказать нечего в данном случае. Это недопустимое, на мой взгляд, поведение. Это ошибка. Глава службы национальной безопасности Армении не должен посещать столицу страны, с которой твоя страна находится в состоянии войны. Можно встречаться на нейтральной территории, в третьих странах, в Катаре, если в шутку продолжить, где Израиль и хамасовцы встречаются для ведения переговоров. Невозможно ничего сказать, потому что ни вы, ни я, никто в публичной сфере не знает, вокруг чего организована поездка, что обсуждалось и что не обсуждалось. Мы начинаем гадать, а я как эксперт не могу вокруг предположения выстраивать свою точку зрения. Мне сказать нечего. Я не знаю, что делает в столице страны, с которой воюет Армения, мой глава службы национальной безопасности. Тут сказать нечего, тут комментировать невозможно, на мой взгляд. Здесь вопрос не настолько в том, что какие-то наемники должны быть свободны, а вопрос больше политический. То, что если Баку отдает военнопленных, то что-то взамен получает. Это больше для собственных граждан, что вот мы армянам что-то даем и в ответ что-то получаем. Доказательства того, что в Карабахе были наемники, и до этого были. И они не так уж глубоко скрывают то, что там использовали наемников. А то, что касается освобождения военнопленных, это тоже в плане политических последних договоренностей. Исходя из последних договоренностей, я думаю, что даже больше, чем 10 военнопленных, но и будут и даже политические замашки. Алевская власть делает все, чтобы Пашинян смог выиграть в выборах. Все это несколько подарков для Пашиняна 100% до выборов будет. И в том числе и освобождение военнопленных. Почему не требует, надо спросить у них. Я думаю, что согласованно, чтобы они не требовали именно политических военнозаключений, политического руководства. Что касается взаимных, это равноправно или нет, до этого тоже был инцидент, когда освободили, с азербайджанской стороны освободили людей, которым дали по 15 лет, по 20 лет. То есть это не первый раз, когда армянская власть поступает так. Это согласовано, чтобы не подняли они этот вопрос. То есть политическое руководство для Азербайджана на сегодняшний то политическое руководство Арцаха, которое находится в Баку, для Азербайджана это дипломатическое оружие. То есть и не только против Армении, а и против России. Те люди, которые сейчас находятся в Баку, они в любой момент могут дать показания против России. И они это делают. То, что в последнее время они потребовали, что и военное руководство миротворческого контингента дало показания, это говорит об этом. По крайней мере, сейчас судить о том, что есть единый фронт бывших президентов против Пашиняна, так сказать, веских доводов об этом пока еще нету, потому что мы видим у трех бывших президентов нету единой структуры, которая будет противостоять Пашиняну. Но Пашинян, по-моему, пытается создать во всяком случае впечатление
этого единого фронта, потому что в этой ситуации он будет чувствовать себя более комфортно, чем когда бывшие президенты и, во всяком случае, оппозиция выступает в розни, так сказать, в разных структурах. Мы видели, какая ситуация сложилась в Гюмри, когда оппозиционные силы, не выступая единым фронтом, все-таки создали ситуацию, которая более проблематична для власти. Видимо, поэтому и Никол Пашинян пытается, так сказать, по поводу вот этой дискуссии призвать трех президентов и таким образом создать, во всяком случае, впечатление единого фронта. Конечно, вообще-то та риторика, которая есть в общественно-политическом поле Армении, в общественно-политическом дискурсе Армении, это, конечно, неприемлемая риторика. Мы знаем, что звучат даже нецензурные слова, нецензурные заявления. Ну, конечно, в этой ситуации ответственность за эту среду лежит, конечно, на власти Армении, потому что это всегда ответственность властей, независимо от того, какая политическая сила руководит государством. Но мы видим, что сами власти Армении, сам премьер Армении бранится, так сказать, словами по разным поводам, по разным вопросам. И это, к сожалению, одна из коньков нынешнего премьера, во всяком случае, для своего электората. И, конечно, Никол Пашинян будет пытаться использовать вот этот конек, когда будет возможность и когда будет повод. Это, к сожалению, стихия Пашиняна, и он пытается максимально капитализировать это в электоральном смысле слова. Я не берусь судить, что вот это мнение народа в целом, потому что мнения разные. Есть, по-моему, еще и мнение, что действительно президенты не должны играть в игру Пашиняна и дать ему в этом смысле более возможностей использовать свои политические расчеты. И я, как уже сказал, видимо, политические расчеты Пашиняна — это получить единый фронт или, во всяком случае, впечатление такого единого фронта бывших президентов. И минимум в этом смысле, я думаю, когда они не играют в игру Пашиняна, пытаются таким образом, во всяком случае, не оправдать этот расчет. Расчет получения единого фронта бывших президентов, либо впечатления этого единого фронта.